Задолженность населения перед управляющей компанией 30,6 миллиона рублей. Вопросы борьбы с неплатежами обсудили на минувшей неделе в управлении ЖКХ. За круглым столом представители управляющих компаний и ТСЖ. И все как один говорят, население не всегда хочет платить за предоставленные услуги. А вот заставить жителей платить та же управляющая компания не может, разве что через суд. Если человек сидит, не работает, он работает неофициально, то есть у него нигде не отражается эта заработная плата. Или он вообще где-то скрывается, что они его найти не могут. Даже взять с них ничего нельзя. Вот он говорит, я нигде не работаю. Живет он, допустим, Колымами, нигде ничего не это самое. Они приходят, я говорю, по телевизору показывают, кота описали за 500 рублей. Почему не описываете? В каждой квартире есть стиральные машинки, телевизоры, там что-то еще. Кто-то бы что-то боялся. Наши жители, они не боятся ничего. Между тем, неплатежи части жителей сказываются на всем доме. И привычное слово «задолженность» означает только одно – запланированные и желаемые работы в доме могут так и не начаться. У меня все-таки предложение. Я понимаю, что активизировать, наверное, работу в этом направлении очень сложно, потому что она зависит отчасти от вас, отчасти от того населения, которое оплачивает эту услугу. Но, может быть, действительно каким-то образом, либо на квитанциях с обратной стороны, либо на досках объявлений вывешивать, что по дому имеется задолженность. Всех должников просим обратиться за рассрочкой, либо погасите образовавшуюся задолженность. То есть такую работу, мне кажется, надо провести. Особенно для ТСЖ, которые по факту обслуживают только один дом. Можно сказать, что у коммунальщиков связаны руки, но все же есть один действенный, хоть и непопулярный способ. Это выселение квартиросъемщиков, ведущих асоциальный образ жизни и годами копивших долги за жилищно-коммунальные услуги. Такая практика в нашем муниципалитете есть. Более 10 человек уже сняты с регистрации. Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск, специально для телеканала Юрган.